Статья, опубликованная в The Washington Free Beacon 8 августа под названием «Как Массачусетский технологический институт помог китайским компаниям разработать технологию для отслеживания уйгуров», привлекла большое внимание. Согласно статье, SenseTime, одна из крупнейших китайских компаний, занимающихся технологиями распознавания лиц, сделала секретное пожертвование Массачусетскому технологическому институту в 2018 году. Из 22 статей, финансируемых этим грантом, 20 были посвящены нейронным сетям, связанным с технологией распознавания лиц. Томас Маккена, автор этой статьи, сказал радио РФА: компания Шантанг была внесена в черный список правительства США в 2019 году за участие в геноциде уйгуров. В 2021 году она снова попала в черный список, но институт не только не вернул им деньги, но и продолжил исследование технологий распознавания лиц и искусственных нейронных сетей, которые Шантан использовал для отслеживания уйгуров. В боксерском поединке, прошедшем в Беларуси, внимание привлекли результаты кыргызстанского уйгурского боксера Мохаммада Азиза Закируфа. Закируф вышел в финал, обыграв подряд туркмена и белорусского соперника. Турнир стартовал 7 августа. Уйгурский боксер Мохаммад Азиз Закируф вышел в полуфинал, победив туркменского боксера в отборочном поединке весовой категории 80 кг 8 августа. 9 августа он сразился с белорусским боксером и выиграл финальный поединок. Несмотря на то, что в финале он показал большее мастерство и выносливость, Мохаммад Азиз в итоге проиграл своему сопернику и занял второе место. Стало известно, что уйгурский профессор доктор Аблемит Ясын, ученик всемирно известного уйгурского профессора Рахиля Давута, был приговорен к 12 годам тюремного заключения. Тюремный срок доктора Аблемита Ясына, молодого уйгурского профессора фольклора на факультете гуманитарных наук Синьцзянского университета, вызвал обеспокоенность судьбой видных уйгурских ученых в регионе, таких как Абдувели Аюб, который первым сообщил об этом случае. Доктор Ясын был арестован в конце 2017 года вместе со своим советником Рахилем Давутом, когда они направлялись на конференцию в Пекин. Приговор был вынесен в 2019 году на фоне эскалации политики геноцида КПК в регионе. Джу Фэнлян, пресс-секретарь Управления по делам Тайваня Госсовета КНР, решительно выступил против визита вице-президента Тайваня Уильяма Лая в США под любым именем и под любым предлогом. Джу сделал это заявление в воскресенье в ответ на вопрос о предстоящем визите Лая в Нью-Йорк. В заявлении, опубликованном в МИД Китая, заместитель лидера Тайваня Уильям Лай был назван полной неприятностью. В июле производство и продажи автомобилей Китая снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как экспорт автомобилей увеличился. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в июле в стране было произведено 2 миллиона 400 тысяч автомобилей, при этом было продано 2 миллиона 390 тысяч автомобилей. Производство автомобилей упало на 2,2% в годовом исчислении, а продажи упали на 1,4%. В результате оползня недалеко от города Шиань, столицы северной китайской провинции Шэньси, погиб 21 человек. Северные провинции Китая столкнулись с проливными дождями и наводнениями, вызванными тайфунами Даксури и Ханун с июля. По сообщениям, в результате наводнения погибли в общей сложности 142 человека.